китайская ошибка. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как статус Варух опять обновился. И на какой территории теперь он. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. В Таджикистане появился новый вариант политической карты страны, а один из обновленных экземпляров вышел в газетно-журнальном комплексе «Шарки Озот». Как рассказали источники, в новой редакции карты исправлено положение сагдийского джамаата Варух. Если раньше в Таджикистане продавались печатные карты китайского производства, на которых приграничное с Кыргызстаном селение в Исфаре обозначалось как анклав, то сейчас у него другая отметка. Новая карта исправляет эту ошибку и показывает, что Варух связан с Таджикистаном, уточнил источник. А как вы относитесь к тому, что насчет Варуха ничего не могут решить? То его приписывают к Кыргызстану, то к Таджикистану, то оно чуть ли не отдельное государство. Как вы думаете, как это уже можно решить? Ведь многих это очень злит. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вопрос о положении джамаата Варух Исфары уже много лет является предметом приграничных споров с соседней страной. Пока Таджикистан не считает эту территорию анклавом, но Кыргызстан утверждает, что Варух является таковым. Кыргызстан и Таджикистан договорились о строительстве новой дороги из Варуха на материнскую землю. За шоссе заплатят обе стороны, а эксплуатировать и обслуживать в дальнейшем его будет Таджикистан. Но при этом на многих импортных картах, размещенных в государственных и образовательных учреждениях Таджикистана, Варух обозначен анклавом. Почти все такие экземпляры отпечатаны в Китае. Ранее корреспонденты также проверяли наличие подобных карт в канцелярских и книжных магазинах Душанбе. Оказалось, что почти все географические и политические варианты отпечатаны с подобными обозначениями. При этом, согласно старым картам, выпущенным до 1990 года, Варух считался частью территории Таджикистана. Утверждается, что позже появилась эта техническая ошибка, и ее просто упустили из виду. Эта дорога соединит таджикистанский Варух с основной территорией страны. Ее построят совместными усилиями обеих стран, однако использовать и содержать ее будет Таджикистан. При этом статус трассы определят отдельным государственным соглашением двух республик. После того, как дорогу построят, стороны приступят к проектному описанию границы на участке Варух. Также стороны договорились для описания некоторых участков границы использовать материалы территориального размежевания 24-27 годов и паритетной комиссии 89 года. А как вы думаете, какое на самом деле положение у Варуха? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!